Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Ам-Шикшара. И коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы ведомства за прошлый год. Увеличены размеры пособия по рождению и по уходу за ребенком. Данное решение вступило в силу с 1 января нового года. Уполномоченная по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджоли рассказала о своей деятельности в 2022 году, проблемах и планах. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год и ближайших планах. Эдуард Будба также отчитался о выполнении целевых ведомственных программ Минздрава. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Открывая пресс-конференцию, министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал о 7 ведомственных целевых программах, которые были реализованы в 2022 году. Одна из них – развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Абхазии. 64 пациента получали помощь в данной процедуре. Проведено 7932 процедуры гемодиализа. Количество больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в заместительной почечной терапии, ежегодно увеличивается и к концу 2022 года составила 65-70 человек, включая экстренную помощь. Вторая целевая программа – совершенствование противотуберкулезной помощи населению республики. Число случаев активного туберкулеза в стране за 2022 год составляет 146 человек, что на 7 ниже, чем в 2021 году, и на 39, чем в 2020. Финансирование программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета в размере 7 миллионов рублей. Эдуард Будба также рассказал и о лечении граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. В рамках реализации программы были осуществлены отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови пациентов с онкологическими, офтальмологическими и другими видами заболеваний. Отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца, врожденные пороки сердца, нарушение ритма сердца и другими заболеваниями, требующими оказания неотложной, высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи за пределами. Так, за 2022 год за счет средств республиканского бюджета на лечение за пределами республики и на территории Абхазии было направлено около 1000 человек. Следующая программа – это медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Неисполнение целевой программы в 2022 году связано с нарушением логистической цепочки доставки комплектующих для изготовления протезов из Германии. Это фирма Отто Бок, которая находится непосредственно в Германии, в связи с чем данные денежные средства были перенаправлены на лечение граждан за пределы и на территории Республики Абхазия. В этом году эту цепочку мы пытаемся восстановить. Я думаю, что все эти протезы, которые раньше обеспечивали наших ветеранов, поставки будут в полном объеме. Исполнение программы «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений республики» за 2022 год составило 108 миллионов 352 тысячи рублей. В 2021 году было около 80 миллионов. Также за период с 2020 по 2022 годы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения амбулаторно- и стационарного сегмента здравоохранения республики за счет средств финансовой помощи Российской Федерации был израсходован 71 миллион 700 тысяч рублей. В ходе пресс-конференции Эдуард Будба также рассказал о кадровом обеспечении системы здравоохранения. Так, в рамках данной реализации программы было оплачено на обучение в 2020 году студентов 42 человека, ординаторов 17 человек. В 2021 году студентов 49 человек, ординаторов 34 человека. В 2022 году студентов 44 человека, а ординаторов 15 человек. Сейчас, когда занимаемся этой программой, делаем акцент на тех специалистах, которые нам нужны. Это детские неврологи, это детские хирурги, офтальмологи, педиатры, эндоскописты взрослые. Сейчас ведем переговоры с нашими коллегами, чтобы они возвращались на территорию. И это вопрос, который не решится за один день, да, но в этом направлении мы активно работаем.
Еще одна программа – медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах Республики Абхазия. Минздрав в полном объеме оказывает помощь в выполнении этой программы, отметил Эдуард Будба. Министр здравоохранения также подробно рассказал о работе больниц республики, проинформировал об обеспечении медучреждений оборудованием и пополнением автопарка. Минздрав закупил по поручению президента в 2022 году новый автомобиль скорой медицинской помощи «Газель Некс», который был передан Тпарчалу. Республиканская детская больница получила также при помощи президента автомобиль минивэн стоимостью 500 тысяч рублей. Республиканская больница была установлена кислородная станция, которая была крайне необходима. Во время ковида мы все понимали, какую существенную роль оказывает кислород на лечение наших граждан. Поэтому была в кратчайшие сроки смонтирована станция кислородная в республиканской больнице города Сухум, которая обошлась на тот момент 4 миллиона 974 тысячи 365 рублей. Аналогичная станция при финансировании администрации Гагарского района была установлена и в Гагарской ЦРБ. В родильном отделении республиканской больницы ведутся ремонтные работы. Окончен капитальный ремонт в душевых комнатах для рожениц, которые в роддоме не могли пользоваться последние несколько лет. Минздрав передал родильному отделению анализатор газов крови и электролитов для измерения содержания ионов, а также pH и порциональное давление углекислого газа и кислорода в биологических жидкостях. Такого оборудования на протяжении всего послевоенного времени в республике не было. И сегодня в нашем роддоме есть такой анализатор, который служит большим подспорьем для того, чтобы выставить правильный диагноз. Республиканская детская больница. Также был закуплен аппарат ИВЛ Миндрей, который очень себя хорошо зарекомендовал. Это на сумму 5 миллионов 261 тысяча рублей. Также на счет ведомства, на спецсчет Минздрава от русской общины Абхазии было перед Новым годом получено пожертвование в сумме 9,5 миллионов рублей для приобретения медицинского оборудования для нужд детской республиканской больницы. По словам Будба, Минздрав уделяет особое внимание оснащению медучреждений источниками бесперебойного питания. Практически во всех основных больницах установлены аппараты, имеющие двойную степень защиты от перебоев электроэнергии. Была затронута и тема COVID-19. Стационарное лечение в 2022 году прошли 1520 человек. А с 6 января текущего года случаев заболевания коронавирусной инфекцией не фиксировалось. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ пациентов нет. Отвечая на вопросы журналистов, Эдуард Будба рассказал и об организации питания в больницах. Как известно, не во всех медучреждениях республики налажена система обеспечения питанием пациентов. Признаем, но в этом направлении будем активно работать. Это еще финансирование. На определенном времени республиканская больница какой-то период времени кормила своих пациентов, потом был сложный случай. Мы работаем в этом направлении, чтобы наших пациентов обеспечивать питанием. В инфекционной больнице, да, питание стационарным пациентам, которые лежат, они оказываются, да, инфекционная больница сейчас большой объем работы выполняет, да, несмотря на то, что она городского подчинения, Министерство здравоохранения очень активно помогает не только инфекционной больнице, многим нашим лечебным учреждениям. Эдуард Будба также рассказал о ближайших планах ведомства. Мы планируем действительно создание 4 постов скорой медицинской помощи на республиканских трассах. Это Гагра, это Гудаута, это озеро Рица и это в районе Тамыша. Планируется проведение установки стационарных постов скорой медицинской помощи, где будет в круглосуточном режиме также находиться реанимобиль. Сейчас ведутся переговоры. В конце этого месяца мы получим информацию за границей о том, какие виды мы можем приобрести реанимобили. Второй вопрос – это установление модулей на выше обозначенных медицинских местах, на постах скорой медицинской помощи. Поэтому мы планируем и уже проговорили с министром внутренних дел, с министром по чрезвычайным ситуациям. В скором времени мы планируем выезд совместной рабочей группы на те места, где
наиболее подвержены массовым ДТП, где очень опасные сложные участки, где скоростные участки, не соблюдается скоростной режим. В ходе конференции Эдуард Будба проинформировал и о задолженности перед российскими медучреждениями. Сумма долга достигла 34 миллионов рублей. На сегодняшний день часть долга погашена. На пятницу 16 миллионов 849 тысяч рублей было перечислено первой краевой больнице имени Овчаповского, это город Краснодар. Да, очень много пациентов, они нам помогают вылечить, вернуть к жизни. Очень большой центр, первая краевая. Вот этот вопрос был закрыт. Значит, часть финансовых средств в виде 1 400 000 была распределена по некоторым другим лечебным учреждениям. Тоже многие позиции были, финансирование доставлено, да. Вот. Также вопросы гемодиализа мы закрываем. 8 миллионов будет перечислено на днях для того, чтобы мы все наши поставки закрывали. Это не задолженность, я по текущей ситуации вам рассказываю. Остальные вопросы финансирования тех или иных лечебных учреждений было на Кабинете министров в четверг озвучено, было дано Министерству финансов поручение в кратчайшие сроки закрыть все, повторяюсь, долги перед нашими российскими лечебными учреждениями. Практически больше половины за один день это было уже решено. Я думаю, там есть определенные моменты, акты сверок. Как только пройдут, у меня есть список тут, мы в ежедневном формате все это дело мониторим. И я думаю, что в течение какого-то ближайшего времени все финансовые наши задолженности перед российскими клиниками, они будут погашены. В завершении встречи Эдуард Будба также рассказал о своих рабочих поездках и встречах, которые состоялись в 2022 году в Российской Федерации и Южной Осетии. Сария Кварцхеля, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Каким был финансовый год 2022 и каким будет бюджет 2023? Об этом говорили в программе «Аргама» с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба и председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям и финансам Беслана Халваш. Полный выпуск передачи можете посмотреть в нашей сегодняшней программе, а сейчас отрывок. Государственный бюджет нашей страны исполнен с превышением. Эта намеченная тенденция уже на протяжении последних лет дает нам основание, что финансовая система нашей страны достаточно устойчивая. Как и в 2021 году, соответственно, и в прошлом финансовом 2022 году продолжалась работа по стабилизации бюджетной системы еще на основании решений президента нашей страны, указа президента в 2020 году, когда, как вы правильно заметили, у нас были нестабильные финансовые времена, связанные с заболеванием коронавируса. В этой связи и в 2021, и в 2022 году продолжалась работа по мобилизации доходов в бюджетную систему. Продолжались меры, установленные указом, о котором я сказал, по оптимизации расходов, по исключению неэффективных и нерезультативных расходов. Вот эти все компоненты и меры привели к устойчивости бюджетной системы. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Гамисония Руслана Фамильевича по фактам незаконного пересечения границы и публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, совершенных с использованием средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В настоящее время прокуратура Сухума также проводит процессуальную проверку по факту других публикаций в СМИ с участием Гамисония. Видеоматериалы, в которых фигурирует Руслан Гамисония, направлены на лингвистическую экспертизу, по результатам которой следователям будет принято процессуальное решение. Гамисония был ранее судим Верховным судом Абхазии за умышленное убийство, а также Кулрыбским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении 2 гражданок России.
78-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Цандрыпш Гагарского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о происшествии поступил 23 января в 10 часов утра. Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил всю комнату и перекидывался на верхний этаж. Возгорание было ликвидировано. А в селе Кутол Ачимчирского района на территории в 5 гектаров загорелись сухостой и подлесок. Как сообщает пресс-служба МЧС, самовольные поджоги в целях санитарной очистки сельхозугодий привели к природному пожару. В ведомстве уточнили, что существовала реальная угроза того, что огонь перекинется на расположенные рядом чайные плантации. Пламя тушили пожарные части Ачимчиры и сельчане. Возгорание было ликвидировано. Кроме того, провели пропажу угодий в противопожарных целях. Спасательное ведомство призвало жителей республики быть осторожными и не поджигать сухую траву, так как это может привести к непредсказуемым последствиям. Руководитель оперативной группы МЧС России в военно-гражданской администрации Херсонской области генерал-майор Павленко направил благодарственное письмо в адрес министра по ЧС Абхазии генерал-лейтенанта Льва Квициня. В письме выражается признательность сотрудникам спасательного ведомства Абхазии за доставку в конце минувшего года гуманитарного груза для жителей Херсонской области. Как известно, в декабре прошлого года абхазские спасатели доставили жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей около 100 тонн гуманитарного груза. Акция проводилась по поручению президента Аслана Бжания. Новость, которую ждали многие. Фонд социального страхования и охраны труда с целью повышения демографии и поддержки молодых семей увеличил размер ряда важных пособий. А именно, размер единовременного пособия выплаты за рождение ребенка, а также размер пособия по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет. Изменились условия выплаты пособий двойняшкам. На какую финансовую поддержку стоит рассчитывать молодым родителям, узнавала Асида Малия. Растущую инфляцию, значит, повышение цен на потребительские товары в нынешней экономической обстановке избежать невозможно. И в первую очередь в данной ситуации важно поддержать семьи с детьми, особенно в условиях, когда в республике стоит задача повышения демографии. В Фонде социального страхования и охраны труда в этом смысле движутся поступательно и радует новостями. В этом году размер пособий по рождению ребенка для работающих родителей с 15 тысяч возрос до 22 тысяч рублей. Если же родители ребенка не работают, то за рождение ребенка они получают единовременную выплату в размере 17 тысяч рублей. А мамочкам за период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет полагается ежемесячная выплата в размере 7 тысяч рублей. И здесь теперь предусмотрен лояльный подход к ситуации, когда мать оформляет новый отпуск по уходу за ребенком. Теперь она не обязана делать выбор между пособиями, то есть мать вправе получать все пособия, соответствующие возрасту детей. Такие изменения, естественно, в разы увеличили нагрузку на бюджет фонда. Глава фонда социального страхования и охраны труда Бакур Беби рассказал, за счет чего удалось повысить собственный бюджет и, соответственно, увеличить суммы пособий. Доходная часть бюджета была увеличена на 163 миллиона практически. Это где-то на 40 миллионов больше, чем с прошлым годом. Благодаря суммарному повышению фонда оплаты труда в Республике Абхазия. То есть раньше был 5 тысяч и стал 10 тысяч рублей. Это минимальная оплата труда наших граждан. И это что позволяет повышение сумм оплаты фонда, общего фонда заработной платы, что повышает суммы. И доходная часть, конечно, соответственно, из заработных плат повышается однозначно. И мы эту часть доходную из бюджетных организаций мы получаем 1%, из коммерческих организаций 2%. Напомню, что на одном из заседаний парламента с участием представителей фондов при рассмотрении бюджета на 2023 год у некоторых депутатов возник вопрос о компетентности предоставленных данных, поскольку речь шла о значительном повышении собственных доходов фонда.
Бакур Беби утверждает, что доходная часть бюджета за прошлый год была выполнена на 92,2%. Все обязательства фонда при этом были выполнены. Это говорит о точности расчетов на перспективу и дает новые возможности. Доходная часть бюджета была увеличена на 163 миллиона практически. Это где-то на 40 миллионов больше, чем с прошлым годом. Основная часть уходит, естественно, на рождение ребенка и по уходу за ребенком, основные статьи наши. Да. Мы понимаем, что наш фонд несет огромную нагрузку, у нас большие обязательства берем на себя, но мы будем стараться все выплаты по социальному государству, социальному страхованию сделать так, чтобы как в 2022 году выплатили на все 100%. Также и на 2023 год будем стараться выполнять все заявки от наших страхователей. Отправлять трудящихся на восстановление сил также немаловажное направление работы фонда. В прошлом году их количество составило 300 человек. Кроме того, вступивший в прошлом году в силу закон, регулирующий выплаты по временной нетрудоспособности, позволит получить страховые выплаты независимо от стажа работы. В сумме 11 миллионов было запланировано и на детей работающих родителей. То есть, если больной ребенок, работающих родителей, мы отправляем также на санаторно-курортное лечение. Перевыполнение плана позволило нам отправить на санаторно-курортное лечение наших трудящихся, поправить свое здоровье. И, как говорю, все имеют право после рабочего года и набрать свои силы. Мы отправили десятки сотрудников медицинских служб на санаторно-курортное лечение. Все зависит от характера заболевания самого работающего человека. И он же по больничному листу все там определяется. Важно отметить, что изменения также коснутся рожденных двойняшек или же близняшек. Согласно новым условиям, выплаты будут начисляться на каждого ребеночка по отдельности. Таким образом, Фонд социального страхования и охраны труда существенно повысил важные виды пособия. Нужно отметить, что пособия оставались на уровне одного показателя на протяжении 11 лет. Асида Малия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым. Они обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и ПМР. Инал Ардзинба пригласил Виталия Игнатьева посетить Абхазию 17 мая 2023 года на празднование 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел республик. В Тирасполе выпустили серию марок «Фрукты Абхазии», посвященную 30-летию договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. На марках размещены оригинальные рисунки экзотических фруктов, которые выращивают в Абхазии. Тираж каждой марки 6300 штук. Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджоли и сотрудников аппарата прошла на площадке пресс-центра Абхазского телевидения. Руководители и сотрудники аппарата рассказали о своей деятельности в прошлом году, проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и планах. Репортаж Алики Трапш. Аппарат уполномоченного по правам ребенка был учрежден в январе 2022 года указом президента. Аппарат состоит из 5 сотрудников – юристов, специалистов защиты социальных прав ребенка, главного бухгалтера и, конечно же, самого уполномоченного по правам ребенка. Мактина Джинджоли рассказала, что был проведен мониторинг законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, образовательных учреждений, сферы опеки и попечительства. В ходе практической работы было выявлено немало системных проблем. Если говорить конкретнее именно о проблемах в сфере органа опеки и попечительства, то можно выделить следующее. Это отсутствие централизованной системы органов опеки и попечительства, наличие пробелов в законодательстве, связанных с алиментными обязательствами, отсутствие единого банка о детях, которые остались без попечения родителей, также не определены категории лиц, которые могут быть усыновителями. Законодательство не приведено
в соответствии с международными нормами, которые касаются защиты прав и интересов несовершеннолетних. С момента назначения на должность уполномоченного по правам ребенка поступило порядка 60 обращений по различным правовым вопросам, которые были изучены и взяты в производство. Максина Джинджоли рассказала, что большинство из них касается нарушений прав ребенка при расторжении брака, при определении порядка общения с ребенком и определении его места жительства. Мы не можем вмешиваться в судебные дела, но когда нарушается право ребенка видеться с одним из родителей, то мы обязаны реагировать, так как действительно это есть грубое нарушение. Даже если ребенок проживает с матерью или с отцом, а второй не лишен прав и не ограничен в своих правах, то он имеет такие же права на посещение и на общение с ребенком. Но чаще всего в этих правах ограничивают либо мать, либо отца, и мы должны следить за тем, чтобы такого не было. Эффективность деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка во многом зависит от степени конструктивного сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления и правоохранительными структурами. По словам Мактины Джинджоли, сотрудничество с органами опеки и попечительства не всегда дает положительный результат. Если привести пример насилие в семье, скажем, со стороны отца. Отец сильно избивает ребенка. Естественно, такого отца нужно изолировать от ребенка. По семейному кодексу такими полномочиями обладает орган опеки и попечительства. То есть, когда есть сигнал, он должен воспользоваться, этот орган, своими полномочиями в сопровождении, возможно, сотрудников служб. Он должен прийти в семью представителя этого органа и изъять ребенка. Но, естественно, они ссылаются на то, что нет кризисных центров, нет альтернативных форм устройства детей, куда деть ребенка. Но всегда можно сесть, да, и посмотреть, какие есть варианты. Может быть, есть вариант расширенной семьи, может, есть кто-то из родственников, который готов на время, пока ситуация выясняется или же урегулируется, посмотреть ребенка, и он будет в безопасности. В ходе пресс-конференции были обсуждены различные темы, в том числе законодательные инициативы, предложенные аппаратом уполномоченного по правам ребенка, вопросы просветительской деятельности аппарата, социальные инициативы и акции, проведенные в течение года. Говорили и о планах на текущий год. Полную версию пресс-конференции Мактины Джинджоли и сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка смотрите в ближайшее время на канале Абхазского телевидения. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 24 января, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационная передача Ам Шукшара подошла к концу. Всего хорошего и до свидания.